Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Юлия Апел. Сегодня в программе. Соглашение с Ираном достигнуто. Тегеран ограничит свою ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций. Президент Украины призвал разоружить все незаконные вооруженные формирования на территории страны. Грузинские болельщики обвинили Национальную федерацию футбола в присвоении 6 тысяч билетов на матч Суперкубка. Президент Обама приветствовал соглашение по ядерной программе Ирана. Он выступил с этим заявлением после того, как участники международных переговоров в Вене заявили о достижении компромисса, который ограничивает иранскую ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций в отношении этой страны. Мы положили конец распространению ядерного оружия в этом регионе. Все пути Ирана к ядерному оружию теперь отрезаны. По словам президента, Иран не сможет производить обогащенный уран, который необходим для производства ядерного оружия, и международные инспекторы смогут обеспечить выполнение соглашения. Переговоры должны были занять 6 месяцев, однако процесс затянулся из-за обсуждений таких вопросов, как темпы снятия санкций и доступ инспекторов к иранским ядерным объектам. Обама подчеркнул, что по мере выполнения Ираном условий соглашения экономические санкции будут отменяться. Тем не менее, он указал, что санкции будут восстановлены, если Тегеран не выполнит возложенные на него обязательства. Эмбарго на поставку оружия в Иран остается в силе на 5 лет. Президент признал, что соглашение наверняка вызовет дебаты в Конгрессе США, где республиканское большинство уже заявило о своей оппозиции. Между тем, еще до официального сообщения о достижении соглашения, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг его жесткой критике, назвав документ ошибкой исторических масштабов. Мероприятия в поддержку Израиля прошли во многих городах США. Это инициатива Организации Объединенные Христиане Америки за Израиль, куда входят свыше 2 миллионов человек. Наша съемочная группа побывала на ежегодном съезде этого движения в Вашингтоне, где выступил целый ряд участников нынешней президентской гонки. Кандидаты в президенты обсуждали ядерную сделку с Ираном, вернее, осуждали ее. Александр Панов с подробностями. 10-й юбилейный съезд Организации Объединенных Христиане Америки за Израиль, самый влиятельный наряду с IPAC неправительственной организации США, поддерживающей Израиль, собрал в этом году свыше 5000 делегатов с разных концов страны. Созданное 9 лет назад в Техасе пастором-евангелистом Джоном Хейги движение, насчитывающее свыше 2 миллионов членов, требует от исполнительной и законодательной власти США безусловной поддержки Израиля, называя это не столько политическим, сколько моральным долгом Америки. По традиции к собравшимся обратился премьер-министр Биньямин Нетаньяху, назвавший эту организацию важной частью национальной безопасности Израиля. Ему досталось больше аплодисментов, чем другим ораторам. Для 6 кандидатов в президенты, представляющих республиканскую партию, форум – возможность заявить о своей поддержке израильского правительства и осудить внешнеполитический курс президента Обамы, бывшего госсекретаря Клинтон. Она прямой конкурент на выборах, и поэтому Хиллари до сих пор называют ответственной за внешнюю политику, хотя весь мир знает, что весь второй срок Обамы на посту госсекретаря находится Джон Керри. Он же договаривается с иранцами, чему кандидаты-республиканцы откровенно не рады. Я не сяду с ними за стол переговоров, пока иранцы не объявят, что более не будут призывать уничтожить Израиль и Америку, выпустят из тюрем заложников и политических заключенных. Джон Керри должен был давно покинуть переговоры, признавшись, что выбрал не того партнера по танцам, прибыть в Иерусалим, встать плечом к плечу с премьером Нетаньяху. Надо ввести против Тегерана самые жесткие санкции, каких Иран еще не видел. У Конгресса есть срок 60 дней, чтобы рассмотреть сделку с Ираном, и, как дал понять еще один кандидат, сенатор Линдси Грэм, его партия сделает все, чтобы ее сорвать. Несколько дней назад генерал Денфорд сказал на слушаниях, что главная угроза Америки – это Россия. Нестабильный лидер. Ну, что вы скажете о человеке, который позирует, разъезжая на лошади без рубашки? Если меня изберут, я так делать не буду. Это плохой имидж. Самая большая угроза для нас – режим аятолл, а не русские. Другие участники форума также называли главной угрозой исламистов из ИГИЛ или Иран, а не Россию. Фаворит гонки внутри республиканской партии Джеб Буш выступал в записи. Из-за технического сбоя под смешки зала видео долгое время шло без звука. Это выглядело символично. Все кандидаты говорили примерно одно и то же.
Нет, Обама не произраильский президент. Кандидаты в президенты, представители республиканской партии, выступали на этом форуме, еще не зная, чем закончились переговоры по ядерной сделке с Ираном в Вене, и закончились ли они вообще. Но для республиканцев любая сделка с Ираном, заключенная администрацией Обамы, не может быть хорошей. Интересно, что бы они сказали, если бы переговоры с Ираном проводила администрация президента-республиканца. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. У наших коллег в Праге украинские темы. Сергей, эфир ваш. Да, Юлия, спасибо. Операция спецслужб в украинском городе Мукачево на Закарпатье продолжается. СБУ задержала 2 бойцов правого сектора. В пресс-службе СБУ сообщают, они скрывались от правоохранителей и имели при этом при себе оружие. Напомню, в минувшую субботу в Мукачево группа людей, назвавшихся правым сектором, устроила перестрелку возле офиса депутата Верховной Рады Михаила Ланьо. Сначала с его охраной, а позже и с милицией. В городе и окрестных селах продолжают находиться представители всех силовых структур страны. Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет Совета национальной безопасности и обороны, где призвал разоружить все незаконные вооруженные формирования страны, отметив при этом, что сущностью данного конфликта является перераспределение потоков контрабанды. Рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе странным образом синхронизировался с попыткой дестабилизировать ситуацию в глубоком тылу, за 1000 километров от линии фронта. Ни у одной политической силы не должно быть и не будет каких-либо вооруженных подразделений. В правом секторе на заявление президента отреагировали словами, что они законный вооруженный корпус. И вот последние новости из Мукачева и окрестностей. Более 10 бойцов правого сектора окружены. Об этом во время брифинга заявляет спикер СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, все блокированные бойцы правого сектора – местные жители. И далее. Служба безопасности Украины изъяла огнестрельное оружие, гранаты, патроны и другое вооружение у людей народного депутата Верховной Рады Михаила Ланьо, которые принимали участие в конфликте в Мукачево. Об этом передает украинский 24-й телеканал. И, как сообщает пресс-центр СБУ, в последнее время, в последние дни было проведено более 40 обысков всех сторон конфликта в Мукачево и в Ужгороде. Происшествие во Львове. Сегодня утром возле районного отдела и опорного пункта милиции прогремели взрывы. МВД Украины произошедшее связывает с событиями в Закарпатье, а целью взрывов считает дестабилизацию ситуации в стране. Александр Касаткин. Первый взрыв произошел около 9 утра возле участкового пункта милиции в спальном районе Львова, в результате чего был ранен 24-летний лейтенант милиции. Через час возле другого пункта милиции произошел второй взрыв, в результате которого пострадал участковый инспектор. Мы проводим огляды места подій. Мы осматриваем место происшествия, собираем вещественные доказательства, рассматриваем ряд версий, связанных как с работой местной милиции, так и с происшествиями в городе Мукачево. Может быть, взрывы связаны с угрозами каких-то сил в адрес правоохранительных органов. Милиция, прокуратура и служба безопасности уже квалифицировали взрывы как террористический акт, направленный на дестабилизацию ситуации в регионе. Пострадавшие милиционеры госпитализированы в тяжелом состоянии. На данный момент хворый находится на вентиляции. На данный момент мужчина на вентиляции в медикаментозном сне. Женщина в более критическом состоянии, чем мужчина. По предварительным данным, в зданиях были установлены растяжки. Милиция Львова переведена на усиленный режим работы, а жители призвали быть бдительными и сообщать о подозрительных людях, действиях или предметах. Александр Касаткин. Настоящее время. Дело Савченко. Продолжение. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение. Дело из Москвы передают в Донецкий горсуд Ростовской области. По версии российского следствия, украинская летчица вела скрытое наблюдение и корректировку обстрела по блокпосту боевиков так называемой ЛНР, где находились и российские журналисты. В результате они были убиты. Также Савченко обвиняют в незаконном пересечении границы России с Украиной. Напомню, обвинения Савченко на Медне переквалифицировали, и теперь ей вменяют непосредственное убийство корреспондентов ВГТРК, а не пособничество, как было ранее. Ранее защитникам украинской летчицы отказали также во всех ходатайствах, в том числе они просили и о суде присяжных. Мы связались с одним из адвокатов Надежды Савченко, Ильей Новиковым, и спросили о дальнейшей стратегии защиты. Принесли в Ростов. Это версия российского следствия, что Савченко переходила границу России именно в Ростовской области, как раз в городе Донецке.
Неформальная причина. Мы считаем, что это сделано, чтобы затруднить нам работу. Мы, конечно, разочарованы таким решением. Мы ожидали его. Мы понимаем, что оно принято отчасти с целью затруднить нам работу. Но мы пока еще не оставляем надежды, что его удастся пересмотреть. Первое, что мы сделаем, это принесем жалобу, как только получим письменное подтверждение, что это случилось. И теперь на восток Украины. Многокилометровые очереди на блокпостах между зоной боевых действий и мирной территорией страны сохраняются. И это спустя неделю после введения электронных пропусков. Вот кадры, снятые у КПП под Донецком. Новый пропускной режим был призван бороться с очередями. Однако пока, как вы видите, и система, и люди не справляются. Чтобы попасть на Большую Землю, жителям непризнанных республик нужно получать пропуска. На это уходит не меньше месяца. Плюс почти сутки приходится проводить в очереди. Посадили помидоры, огурцы, поливать надо, выращивать надо. Так что без этого никуда не денешься. И вообще-то мы привыкли всю жизнь так ездить. И а что страшного? Ну, если стреляют, ребята говорят, что нельзя ехать. Был такой момент. Мы продолжаем следить за ситуацией на пропускных пунктах Донбасса. Наши корреспонденты готовят репортаж, где будут представлены все мнения и местных жителей, и чиновников, и военных. Мы покажем его в ближайших эфирах. Это «Настоящее время». Продолжаем. Украинский премьер Арсений Яценюк находится с визитом в США. За встречами и переговорами следят наши коллеги в Вашингтоне. Юлия. Спасибо, Сергей. Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать украинскую экономику и систему безопасности. Об этом заявил в понедельник вице-президент Джо Байден, выступая на американо-украинском деловом форуме в Торговой палате США. В форуме принимал участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Байден сообщил, что США выделят Украине помощь в объеме 470 миллионов долларов и кредитные гарантии на сумму 2 миллиарда долларов. Если Киев продолжит движение по пути экономических реформ, сказал Байден, Вашингтон может до конца текущего года предоставить кредитные гарантии еще на 1 миллиард долларов. Цель этой помощи – восстановление доверия к украинской экономике, усиление энергетической безопасности, укрепление независимых СМИ, повышение юридической ответственности, борьба с коррупцией, поддержка выборов и удовлетворение гуманитарных потребностей. В свою очередь Арсений Яценюк заявил, что иностранные инвестиции являются ключом к восстановлению экономики страны. Мы приглашаем наших кредиторов к сотрудничеству и совместной работе. Это возможность поддержать украинский народ, и это путь к тому, чтобы Украина достигла реального успеха. Поэтому мы просим наших кредиторов принять предложение украинского правительства и найти компромисс. Ближний Восток. У руководства США нет иллюзий относительно того, насколько серьезны проблемы, которые ставит перед Америкой и ее союзниками этот регион. Заместитель главы Пентагона по стратегии Кристин Уормут только что совершила 2 поездки в Афганистан и на Ближний Восток. По словам замминистра, США предстоит еще многое сделать, чтобы добиться стабильности в регионе. Тему продолжает Вадим Оленичев. Ситуация в Афганистане, Ираке и Сирии такова, что западным союзникам и в первую очередь Соединенным Штатам приходится решать не одну, а целый клубок проблем. Так, в Афганистане сегодня наблюдается эскалация как антитеррористических операций союзников, так и подрывной деятельности боевиков-талибов. Хотя движение «Талибан» не является угрозой самому существованию нынешней власти в Афганистане, оно активизирует боевые действия против афганских национальных сил безопасности. Заместитель министра обороны США по стратегии Кристин Уормут, вернувшись из региона, отметила, что значительно выросло число нападений боевиков на форпосты афганской армии в труднопроходимых горных местах. В результате потери афганских сил безопасности по сравнению с прошлым годом увеличились на 60%. Когда я посетила Афганистан, у меня была возможность встретиться с президентом Гани и премьер-министром Абдуллой. И я убедилась, что они очень напряженно работают, чтобы справиться с целым спектром проблем. Не только в области безопасности и войны с терроризмом, но и в осуществлении политических и экономических реформ. Не проще обстоит дело и в Ираке, где правительство Хайдера Абади вынуждено иметь дело с растущими силами ИГИЛа, самопровозглашенного исламского государства. В отличие от Афганистана, нехватка хорошо подготовленных национальных войск, способных противостоять вооруженным джихадистам, основная проблема союзников в Ираке. Как считают в Пентагоне, успешную борьбу против них можно вести только если привлечь к ней патриотически настроенных местных граждан.
Часть нашей стратегии — это максимально задействовать наземные войска для действий против ИГИЛа. Но это обязательно должны быть местные, национальные силы. Как показывает наш опыт в регионе, если размещать в зоне конфликта американские подразделения вместо правительственных войск, долгосрочных результатов это не принесет. И вот это приводит нас к необходимости создания полноценной регулярной армии в Ираке и тренировки бойцов оппозиции в Сирии. Препятствование агитационной кампании ИГИЛа в жизни и в интернете, разрушение каналов финансирования джихадистов, привлечение на свою сторону местных жителей – вот эти аспекты Пентагон считает теперь приоритетами своей стратегии на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты должны помочь афганским властям встать на ноги, активно развивать диалог с Ираном, устранить возможную угрозу со стороны России и лишить ИГИЛ шансов на успех. Похоже, что в ближайшее десятилетие дел у Министерства обороны США более чем достаточно. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. В настоящее время Вашингтон. В России разбился 6-й бомбардировщик за последние 6 недель. Подробности у коллег в Праге. Так и есть, Юлия. Стратегический ракетоносец Ту-95 потерпел крушение в Хабаровском крае. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. Разрушений на земле нет. Утром сообщалось, что экипаж успел покинуть борт и жертв нет. А вот к вечеру появилась информация Минобороны. 2 летчика все-таки погибли. По данным военного источника ТАСС, причиной падения самолета стал отказ всех 4 двигателей. Отмечу, это уже 2-е происшествие с самолетами такого типа за месяц. В начале июля в Преамурье выкатился за пределы ВПП и сгорел такой же Ту-95, так называемый «Медведь» по кодификации НАТО. Тогда 1 член экипажа погиб, остальные получили травмы. Другие темы. Скандал в Грузии. Продажи билетов на футбольный матч Суперкубка УЕФА Барселона-Севилья намечены на 11 августа. Сегодня главная тема обсуждений в стране. Чуть больше, чем за сутки, все 22 тысячи билетов, выделенных по квоте грузинским болельщикам, были распроданы по 4 в руки. Но достаточное число фанатов остались при этом ни с чем. По их подсчетам, попасть на матч должны были 5500 человек. Счастливчиков в итоге оказалось в разы меньше. Недовольные обвинили Федерацию футбола страны в присвоении 6000 билетов. Зураб Двали. После скандала с местным интернет-порталом Билеты.BG, сумевшим из-за технических проблем продать лишь 2000 билетов, Федерация футбола Грузии решила лично заняться этим вопросом. Футбольные фанаты же заранее начали выстраиваться в очередь, не покидая территорию парка Ваке, прилегающего к заветным кассам. Страсти кипели нешуточные. Было понятно, что оставшихся 22 тысяч билетов, выделенных УЕФА в Грузии, всем желающим просто не хватит. Тем более, что в живую очередь встали и гости из соседних стран. Вот это у меня на груди номер группы и мое порядковое число. Так мы сами здесь организовали, что было все честно. На руки выдавались только 4 билета. Несмотря на тщательную организацию, кордоны полиции и огромные усилия футбольных чиновников, продажа проходила в нервозной обстановке. А последний счастливчик покинул кассы ранним утром понедельника. Остальные, кому не повезло, обвинили Федерацию футбола в махинации с билетами. Пускай вернут украденные билеты. Мы требуем это. Хочу заверить всех, что футбольная федерация ни одного билета не оставила себе. Вся квота страны была реализована. Все бы ничего, и, может, страсти давно улеглись бы, если в прессе не всплыл один любопытный документ. Официальное обращение Тбилисской городской администрации о выделении 300 билетов за наличный расчет. Вскоре выяснилось, что подобное обращение в Федерацию направили многие другие министерства и ведомства. Это не новость, это нормальный процесс. На всех играх происходит так. УЕФА около 5 или 6 тысяч корпоративных билетов лично выделила правительству страны. Кто же станет обладателем Суперкубка УЕФА Барселона или Севилья, выяснится здесь 11 августа на стадионе «Динамо» в присутствии 55 тысяч счастливых обладателей билетов на эту игру. Зураб Двали, Гога Чкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». И вновь в Украину. Одесский международный кинофестиваль в 6-й раз принимает гостей. Всю неделю на экране у Потемкинской лестницы, ее превратили в зрительный зал, показывают лучшие фильмы года и классику мирового кинематографа. Среди зрителей и корреспондент программы «Настоящее время» Беата Бубенец.
15 тысяч человек. Столько зрителей вмещает в себя самый большой в мире зрительный зал – знаменитая Потемкинская лестница. Показы классики мирового кинематографа под открытым небом стали одной из самых красивых традиций Одесского международного кинофестиваля, который проходит уже в 6-й раз. В этом году был показан легендарный человек с киноаппаратом Дзиги Вертова, снятый на Одесской киностудии. А живым музыкальным сопровождением к фильму выступил коллектив Майкла Наймана. Прекрасный Дзига Вертов, наш любимый, отличный, в новом исполнении. Прекрасное кино, прекрасная погода, замечательные люди. Море, солнце, лучшее мировое кино и атмосфера праздника привлекают в Одессу каждый год более 100 тысяч человек. Отборщики стараются представить на суд зрителей не только авторское кино, но и так называемый мейнстрим, поскольку фестиваль изначально задумывался как праздник для широкой аудитории. В этом году зрителей еще больше, потому что появились две новые тематические секции. Это совместный проект с Children Кинофестом ОМКФ детям, а для любителей музыки появилась секция Music Dogs – документальные фильмы о музыкантах. Безусловный фаворит этой секции – фильм американского режиссера Бретта Моргана «Курт Кобейн. Чертов монтаж». За время фестиваля будет показано 100 фильмов. По словам программного директора кинофестиваля Антельма Видо, всего на участие в конкурсе было подано более 700 заявок из 40 стран. Из них 200 фильмов от украинских режиссеров. Как и в прошлом году, главной темой национального украинского конкурса остается война на Донбассе. Есть желание от украинских кинорежиссеров что-то сказать о том, что происходит сейчас в обществе, в стране, даже без денег, даже как do it yourself. И это очень положительно. Особая гордость организаторов – секция «Фестиваль фестивалей», который собрал фильмы-победителей ведущих мировых кинофестивалей. Желающие увидеть нашумевшие хиты занимают место в очереди заранее, ведь многие из этих фильмов были показаны всего однажды. Фестиваль продлится до 18 июля. По традиции, лучший фильм, который получит гран-при, определится по результатам зрительского голосования. Беата Бубенец, Одесса. Очень незаменимый работник. Хирург больницы из поселка с колоритным названием Бреды, что в Челябинской области, ищет себе напарника через социальные сети. Начальство поставить точку в кадровом вопросе не в состоянии. О том, как проблемы региональной медицины в России решает Facebook, репортаж корреспондента программы «Настоящее время» Екатерины Пономаревой. Я хочу показать, что у нас очень хорошие условия работы. Вот. Операционно, нигде плитка не отвалилась, все чисто, хорошо, дыхательная аппаратура новая. Рекламный менеджер из него, конечно, так себе, зато хирург хороший. Рассказывая про крепкую плитку и кондиционер в операционной, Ануар хочет привлечь в больницу сменщика. Он такой один, на 5000 километров Брединского района Челябинской области и 12 тысяч жителей. Ведет приемы, оперирует, а порой просто выслушивает своих пациентов. Еще работает в кабинете УЗИ и дежурит в стационаре. Диагноз ясен – трудоголик. Таким обычно прописывают долгий отпуск. Но эта терапия для Ануара недоступна. Он еще прошлогодние 2 недели не отгулял. Сменщика у молодого хирурга нет. На подхвате только зав. Отделением. Оставить пациентов молодому специалисту не позволяет совесть. Я не могу уйти в отпуск, не оставив вместо себя замену, может быть, из-за простой врачебной солидарности. Родных в соседнем Казахстане он не видел давно, потому и решил найти сменщика любыми способами. Объявление разместил в социальных сетях. Прошу кого-нибудь с действующим сертификатом хирурга приехать на замену. Обещает корпоративное жилье, зарплату в $800 и хороший опыт. Количество откликов к записи уже превысило несколько тысяч, но пока в комментариях, увы, ничего толкового. Только журналисты и звонят. Своим постом, сам того не подозревая, Ануар поднял больной вопрос для регионального здравоохранения в России. В провинцию медики ехать не хотят, несмотря на подъемные деньги и бесплатное жилье, потому штат у местной больницы давно не пополнялся. Привлечь даже среднего звена медицинских работников не представляется возможным. Не хотят идти, Огни большого города их увлекают больше, чем врачебная практика. Ануар в Бреды за ней и ехал. Но вскоре районные больницы рискуют добросовестного работника потерять. Недавно Ануару отказали в выплате миллиона. Деньги ему обещали, как молодому специалисту, за работу на селе. Почему он сейчас пытается разобраться? Если услышит от медицинских чиновников еще раз финансовый отказ, обещал уволиться. Только добавляет, если замену найдет. А то как в поселку без хирурга? Екатерина Пономарева, для «Настоящего времени».
И далее у нас эфир из Вашингтона. Коллеги готовы рассказать о создании нового необычного арт-центра в американской столице. Юлия, ждем от вас подробностей. Спасибо, Сергей. В Вашингтоне переживает второе рождение заброшенный полвека назад объект – трамвайная станция в самом центре исторического района Дюпон-Сёркл. По замыслу авторов проекта, забытые городские подземелья должны превратиться в уникальную площадку для выставок, презентаций, концертов и даже киносъемок, рассказывает Роман Мамонов. Сквер в самом центре района Дюпон-Сёркл – один из самых популярных в Вашингтоне. Место встречи возлюбленных, любителей шахмат, убежище от городской суеты. Но это то, что у всех на виду. Браулио Аньези надеется открыть городу и миру, скрытую от глаз обывателей, подземную часть района. Мы хотим проводить здесь разные мероприятия. Выставки арт-объектов, созданных специально для этой станции с использованием света и звука, инсталляции. Это могут быть обычные выставки или инновационные перформансы, театральные и хореографические эксперименты, живые выступления. Здесь ведь такая уникальная акустика. И, конечно, это может быть пространство для необычных приемов, презентаций. 5 лет назад Браулио присоединился к команде энтузиастов, решивших вдохнуть новую жизнь в заброшенную подземную трамвайную станцию. Система тоннелей и платформы построили в центре города в конце 40-х годов прошлого века. Но проработали они недолго. В начале 60-х власти ликвидировали всю трамвайную сеть, а станцию законсервировали. Теперь же у заброшенного транспортного объекта есть шанс стать одним из новых символов Вашингтона. Вашингтон стремительно развивается. Изменения за последние 5 лет поражают. Новые рестораны, новые строительные проекты, новые направления. И мы хотим создать объект, который поможет городу в движении в будущее, стать городом мирового уровня. Проект Дюпон Underground – один из примеров перерождения заброшенных индустриальных объектов. Похожую идею хотят реализовать в Нью-Йорке, превратив бывшее подземное трамвайное депо на Манхэттене в парк. Там же в Нью-Йорке находится парк Хайлайн, разбитый на едва не разобранной на металлолом железнодорожной эстакаде. Защитники городской истории отстояли объект и за несколько лет превратили его в один из самых популярных у местных жителей и миллионов туристов парк. Почему бы Дюпон Underground не повторить успех Хайлайн? Я осторожно оптимистичен, потому что помню попытку 15 лет назад. Району необходимо подобное арт-пространство. И это идеальный проект, который может привлечь публику и дать новую жизнь не только подземной станции, но и всем объектам вокруг. Билл Маклеуд, глава организации, помогающей малому бизнесу в районе Дюпон-Сёркл. Он хорошо помнит, как 15 лет назад другие бизнесмены уже пытались открыть под землей ресторанный дворик, стилизованный под трамвайную остановку. Бургеры и картошку фри покупателям выдавали вот на таких подносах. Проект, правда, провалился. Проект Dupont Underground более реалистичен, на мой взгляд. Они работают со спонсорами, понимая, насколько это дорогой проект, требующий времени. И это хорошо. Многие компании уже проявили интерес к проекту и хотят использовать пространство как место для дегустации вина или лазерных сражений или публичных событий. Насколько проект Dupont Underground интересен жителям Вашингтона, можно будет оценить уже осенью, когда Браулио и его коллеги надеются открыть подземную станцию для публики. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. Один из ключевых моментов в истории освоения космоса. Так специалисты оценивают миссию межпланетной станции «Новые горизонты». После путешествия длиной 9,5 лет сегодня в 8 утра по Вашингтону станция достигла максимальной точки приближения к Плутону. У специалистов есть лишь один шанс получить подробные снимки и другие научные данные во время пролета космического аппарата мимо этой карликовой планеты. «Новые горизонты» движется со скоростью 58 536 км в час, в 100 раз быстрее авиалайнера. Помимо картографирования поверхности Плутона и его самого крупного спутника Харона и исследования их атмосферы, аппарат изучит объекты пояса Койпера. Официальная миссия завершится в 2026 году. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. А мы благодарим коллег в Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.